Представляете, уже 11 лет прошло, как мы, не все, но немалой своей частью, обижаемся на действия этого иностранного гражданина. При том, что кривые зеркала его фильма искажают в себе вообще-то американскую действительность, а не нашу. Казахстан использовали для присказки, но как сработало-то? Баршаңызға сәлем. Эфирде Казахинформ арнасы. Много разных событий произошло с момента последнего ролика. Мы, пусть и запоздало, но постараемся осветить наиболее обсуждаемые. Итоги прошедших митингов в защиту казахского языка в Павлодаре, переименование Затобольска и прочее мы пока затрагивать не будем. Итак, ватные нытики всюду причитают о разжигании. Қоя тұрайық. Итак, всеми нашумевший Борат не на шутку разлил казахстанских звезд шоу-бизнеса, блогеров, медийных личностей и простых казахских патриотов. В соцсетях прошли флешмобы, всюду наши флаги с надписью «Мен туымды мақтан етемін», петиции, обращения, желание подать в суд и прочее. Вот уже больше недели мусолится эта тема, что даже сам Саша сделал заявление, мол, ничего общего с Казахстаном в этом фильме нет. Я вам скажу, что все это не более чем спектакль наших нурботов, якобы защищающих честь нашей страны. Однако, когда в июле по стране бушевала пандемия, что-то я не видел от них такой ярой прыти, такого патриотизма. Сондықтан қазақ бауырлар, сіздерге айтар сөзім, мына мұртты есекке еш назар аудармаңыз. Маған осындай жағдайда Мұрат Арман Сүйіндік ағамыздың реакциясы ұнайды. Ведь чем больше шума мы поднимаем, тем больше Сашку это забавляет. Если на продукт нет никакой реакции, не будет и спроса. А мы этим ажиотажем только подогреваем интерес к этой фрик-ленте. Ведь когда вся страна шумит, с гордостью выставляя наши госсимволы, любой, кто даже не слышал об этом фильме, тут же захочет его посмотреть. А сколько у нас завистливых недоброжелателей-то, помните? Поэтому не доставляйте им удовольствия видеть, как вы злитесь и реагируете. Да, меня тоже задевает, когда какая-то мразь топчет наш флаг. Но если даже наш солнцеликий, великий и могучий Елбасы, хан всей казахской степи ничего не смог сделать или просто не захотел, то все наши усилия, кроме насмешек, никаких плодов не принесут. Так что уайымдамаңыз, қажет жоқ. Некоторые особо оригинальные люди даже смонтировали ролик, где якобы Джеки Чан, защищая нас, сказал, что казахи – это львы, а львов не волнует, что о них говорят овцы. Очень красиво, но очевидно, что текст был наложен поверх видео, и это просто монтаж. Но раз кому-то уж понравилось сыпать цитатами из «Игры престолов», то в нашем случае больше подходит вот этот отрывок. Никогда не забывай, кто ты. Остальной мир не забудет. Пусть это станет твоей броней. И тогда никто не ранит тебя. Суть в том, что где бы ты ни был, нужно с честью и достоинством носить гордое имя наших предков. И не нужно комплексовать и тем более поддаваться на всякого рода провокации. Ведь все прекрасно понимают, что этот дурацкий фрик-фильм не имеет ничего общего с Казахстаном и нашей культурой. Даже знаменитый актер Доминик Монаган, известный всем по роли Хоббита Мэри в трилогии «Властелина колец», в своей инстаграм-страничке одной из казахстанок ответил, что он не воспринимает этот фильм всерьез и прекрасно знает, что он никак не отражает казахской культуры. Действующий президент США Дональд Трамп также осудил Сашу Барона Коэна, назвав его подонком. Кстати, российская группа Little Big с радостью согласилась записать саундтрек к фильму «Борат 2». А вот турецкий президент Реджеп Таyyip Эрдоган запретил показ этого фильма в своей стране. Это тоже показатель. У вас возникает закономерный вопрос, мол, как можно не реагировать на подобного рода оскорбления? Ведь это действительно наглость. Я отвечу, что первыми на такого рода провокации должны реагировать руководство нашей страны, которое вот-вот совершит чудо. Еще рывок, и через 10 лет мы заживем счастливо, как никогда. Но вот до Бората, видимо, им никак не добраться. Но как бы то ни было, давайте порассуждаем, как и откуда появилась эта мерзость.
Крупный молдаванский инвестор Анатол Стати, в конце 90-х купивший две компании, занимавшихся разработкой нефтяных месторождений в Мангостауской области, неплохо так зарабатывал и разбогател. Пока любитель Сати Казановых и тощих страшных дамочек не начал отжимать у него предприятие. Далее последовали многолетние судебные разбирательства, инициированные Финполом Казахстана. Анатол Стати был обвинен в неуплате налогов и незаконной добыче нефти. Были потрачены сотни тысяч долларов на суд и адвокатов. Все это сильно уязвило молдаванского олигарха, и пока по неподтвержденной информации это и спровоцировало финансирование данного проекта. Ведь не случайно съемки проходили именно в румынской деревне. Сценаристами и режиссерами были приглашены два еврея – Саша Барон Коэн и Ларри Чарльз. А роль местных жителей исполняли румыны, молдаване и цыгане. В речи псевдоказахстанцев можно услышать румынскую и армянскую речь. Много кадров показаны из российских будней. Значок на пиджаке Бурата – это герб города Ярославль. А в конце фильма на фоне флага вместо портрета Нурсултана Назарбаева попал президент Азербайджана Ильхам Алиев. И вот на таком мусоре и делает миллионы долларов Amazon Studios. Так что не принимайте все близко к сердцу. А в заключение хочу сказать, что все это так или иначе связано между собой. И даже если правда, что у молдаванского олигарха есть зуб на казахстанского олигарха, так пусть он и снимает фильм лично о нем, не оскорбляя всю страну. Есіңізде болсын, бауырлар, біздің ата-бабаларымыз ежелгі уақыттан бері бүкіл әлемге қазақ атымен әйгілі болған. Қайда болсаңыз да, осыны ұмытпаңыз. Ал кімде-кім осы видеоны ұнатқан болатын болса, оған лайк басып, достарыңызға таратыңыздар. Және осы қиын жағдайда Қазақ информ арнасына қаржылай көмек көрсететін болсаңыз, сіздерге жеке риза боламыз. Каспий Голд картасының номері сіздің алдыңызда. Сау саламат, келесі көріскенше.